Карабулаке возводится школа на 320 мест. Сейчас ведутся отделочные работы. Строительство прекращали несколько раз в связи с карантином. Новое общеобразовательное учреждение предусмотрено национальным проектом образования. Отмечу, что всего в Ингушетии построят 9 школ для перехода на односменный режим обучения. Идрис Ижиев расскажет. Строительство новой школы горожане ждали не один год. Необходимость в новом образовательном учреждении здесь созрела давно. Старое здание признали аварийным. В стенах новой постройки наконец-то появится возможность для комфортной, а самое главное – безопасной учебы. Нынешний трехсменный режим останется в прошлом. Все дети нашей школы были распределены по всем школам города Карабулак. Это большая нагрузка, это 3 смены, это подвоз. Сейчас тем более это питание включено. Поэтому особо, надо сказать, трудности пришлось испытать всем школам города Карабулак. Родителям, педколлективу, ученическим коллективам. Всем пришлось тяжело, но цель оправдывает, как говорится, средства. Поэтому на сегодняшний день, если мы приходим к качественному, красивому зданию, где мы можем вести полный... И самое главное, где мы можем не переживать за детей, потому что они уже не будут находиться в аварийном здании. К работам приступили еще в середине прошлого года. За это время срок сдачи объекта переносили 3 раза по различным причинам, главная из которых эпидемия коронавируса. На данном этапе строительства сделано немало, основные работы завершены. Уложена кровля, провели отопление и все коммуникации. Сейчас продолжаются отделочные работы на всех этажах. Напольная плитка осталась, отделочная работа, первый корпус на 3-м этаже и, скажем так, дороги уже, пожарный проезд, все уже практически уже готово, под асфальт готовы. Футбольное поле уже распланировано, ну и остались игровые площадки, часть. Ну такие отделочные и так далее, ну в общем процент, где-то в общем 20% у нас осталось. Согласно проектной документации, трехэтажное здание будет отвечать всем современным стандартам, а на прилегающей территории появится зона со спортивными и игровыми площадками. Здесь у нас будет футбольное поле 40 на 60 метров. 40 на 60, да. Так, дальше вон там, в том углу у нас идет комбинированная баскетбольная площадка и волейбольное место. И дальше рядом там же... На баскетбольной площадке будут ли противоударное покрытие, резина или естественно, да, проектом предусмотрено, да, обязательно. А само футбольное поле? Само футбольное поле, естественно, поле, трава. Естественно, трава будет, да? Да, естественно. Искусственно у нас здесь нету? Нет, искусственно нету. Фасад новой школы уже вырисовывается на фоне высоких деревьев, что не может не радовать жителей микрорайона. Они ждут открытия школы давно. Очень даже ждем. Не то, что мы, наши дети очень ждут. Мы очень надеемся, что в ближайшее время закончат и эти проблемы и у нас, и у детей закончатся. У меня 4 учеников учатся в этой школе. В первой смене, во второй смене и в 3-й смене тоже. Вот как я Зарема говорила, у меня тоже девочка в 7 классе тоже возвращается 8:30. Пока она домой не придет, у меня вот напряженно я сижу тоже, переживаю. Новая и современная на 320 вместо обветшалой на 170 мест. Ждать осталось недолго, заверяют подрядчики. Однако со сроками сдачи объекта еще не определились. Школа готова только на 80%, хотя открытие по продленному сроку должно состояться уже в конце ноября. К слову, за процессом строительства следит специальная рабочая группа, в составе которой представители местной администрации и депутаты горсовета. Как наблюдается здесь на объекте, вызывает опасения, что до 30 ноября данный объект будет введен в эксплуатацию, так как объем работы, который еще необходимо здесь провести, очень большой. Но этот объем тоже, конечно, можно и сроки подогнать при наличии большого объема рабочей силы. Но, как мы здесь наблюдаем, и ежедневно здесь бывает 30 и более работников. Но с такими темпами на 30 ноября есть опасения. Но застройщики уверяют, что в установленные сроки данный объект будет сдан в эксплуатацию. Сейчас рабочие выравнивают площадку для благоустройства всей территории. Чтобы уложиться в сроки, подрядчики планируют привлечь дополнительную рабочую силу. Успеют ли строители к запланированному сроку обрадовать школьников или детям придется ждать еще несколько месяцев, будет ясно позже. Идрис Ижиев, Магомед Дедигов, Новости 24.